Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня, как обычно, встречаемся в программе «Диалоги о культуре». Напомню, что у микрофона для вас работает Сергей Пукс, за режиссерским пультом для вас работает Татьяна Василькова. И сегодня в гостях у нас историк Антон Денисов. Привет. Да, добрый день. Но на самом деле сегодня такой у нас передача, она, можно сказать, это программа памяти, это мемориальная программа. Хотя сам герой нашей сегодняшней передачи, нашего сегодняшнего разговора, он очень не любил разных пафосных слов, поскольку 19 июня 2019 года скончался, не стало, Леонида Нарушевича, замечательного белорусского музыканта, как ты написал, по-моему, «Тихий гений». Неприметный гений. Неприметный гений, да. То есть человек, который как раз был напрочь лишен какого бы то ни было пафоса, и относительно своей персоны, очень скромной персоны, именно в человеческом плане, но абсолютно не в том значении, которое он вообще сыграл и оказал в нашем обществе, в нашей культуре. Вот. И поэтому сегодня у нас разговор, собственно, начнется, и мы будем говорить о группе «Князь Мышкин», о коллективе, который был основан в 1991 году, насколько я помню. И самое смешное, что я был на каком-то из первых выступлений еще в консерватории, это Белорусская академия музыки, и тогда еще на фортепиано играл Юра Васильев, который сейчас работает каким-то страшным журналистом в Москве, таким очень монструозным человеком. Вот. Леня про него рассказывал, что он сильно располнел и так далее. Но тогда это был такой мальчик, который учился где-то на класс младше, по-моему, меня, у нас там в лицее при консерватории. И он был такой немножечко, такой вот очень интересный композитор оказался. И я послушал запись, кстати говоря, которую они сделали. Опять же, при всем... как говорится, лицом к лицу лица не увидать. Я извиняюсь, что я с монолога начал, но я потом ты вступишь через какое-то время. Начну. Вот. И мне тоже казалось, это какая-то такая вот интересная, что-то там нащупывается, вот как раз интуитивная импровизация, то, о чем говорил, то, о чем Леня всегда рассказывал, привлекая самых разных исполнителей. Но потом, когда я услышал запись, это было потрясающе цельное, очень четкое, внятное, абсолютно композиторское, кстати, по ходу мысли. То есть это абсолютно композиторски организованное буквально произведение. И меня это, конечно, поразило, потому что, честно говоря, я в эти ранние записи влез, к сожалению, когда Леня умер. И это буквально вот год назад я это послушал. И когда я готовил собственную программу, у нас тоже была программа «Живая музыка», посвящена Леониду, одна из них, потому что, безусловно, это огромная потеря, и это, в тот момент это было важно сделать, потому что на самом деле, вот мы говорим о нескольких людях, которые ушли, да, это вот Захар Кудин, один человек, которого мы не устаем упоминать в наших передачах, и Леонид Нарушевич еще один, потому что на самом деле наша вот удивительная, я не знаю, не ментальность, но как-то наша среда, она вот этой рясочкой все покрывает. И очень быстро эти люди уходят. Я без улыбки это говорю, на самом деле. Понимаю. Я просто здесь скорее ирония, которая связана с нашей повседневностью. Да, вот повод действительно у нас, с одной стороны, он не веселый, а с другой стороны, я считаю, что об этом нужно говорить, нужно вспоминать, потому что, конечно, Леня очень много сделал и оставил очень большой след. Потому что, обрати внимание, мы все так или иначе, люди, которые так или иначе связаны с творчеством, возможно, как с какими-то художественными экспериментами, мы с ним сталкивались. Мы либо слышали, либо как-то были с ним знакомы, либо наблюдали, либо даже сами принимали участие. Потому что... по большому счету, Нарушевич, он же ровесник Левона Вольского, он ровесник Ворошкевича, то есть таких уже, что называется, зубров, рок-зубров. И он, в принципе, был таким действительно ветераном, но в своей особой сфере, в этой наверное, такой андеграундной музыке, импровизационной музыке, которая у нас, с одной стороны, не пользовалась большим спросом, а с другой стороны, благодаря, конечно, его энергии,
его вот этому вот постоянной такой, можно даже сказать, где-то рутинной деятельности, она, в принципе, всегда была и звучала и совершенно в разных местах, и на каких-то галереях, каких-то перформансах, фестивалях. Вот. Князю Мышкину даже в свое время дали рок-корону. Вот, да, это рок-корону, по-моему, это был 2010 или 2011 год, когда он получил рок-корону за некие достижения, за верность вот этим традициям. Это тоже очень интересно, потому что, ну, с одной стороны, музыка действительно такая нестандартная, авангардная, а с другой стороны, верность авангардным традициям. Это тоже очень интересно. Вот. Ну, я думаю, что, наверное, стоит вспомнить с того, как все начиналось, да, потому что Леонид мне немножко рассказывал о своем детстве. Он минчанин, коренной минчанин, и он рос на вот этой вот старой Немиге, которая еще сохранилась до 60-х годов, которую потом всю снесли вот ради этих широких проспектов, ради вот этих вот зданий, торгового дома там, других вещах. И он, конечно, это помнил. Надо сказать, что район был очень таким, ну, неспокойным, можно сказать, где-то криминальным. И, конечно, он сказал, что его спасла от вот этих вот от улицы музыка. Музыка. У него была семиструнная гитара, и он как-то вот к ней привык и сам, как самоучка, играл, что-то изучал, вот, осваивал. И надо сказать, что потом это во многом повлияло на его технику игры, потому что вот семиструнная гитара, несмотря на то, что он играл на стандартной электрогитаре, все равно вот у него этот вот проскакивал, что седьмой струны ему как бы не хватало. Ему как бы не хватало. Затем он начал пробовать в музыке. По-моему, он играл в группе «Интер», такой малоизвестной. Дело в том, что уже во второй половине 80-х, да, тогда же появились первые рок-клубы, вот этой вот рок-музыке наконец-то дали ход власти, да, под эгидой комсомола, и появилось очень много коллективов. Вот. А затем Леня оказался в составе уже тогда известной, такой именитой, во втором составе группы «Зартипо». Вот. Ты, наверное, тоже помнишь, да? Плохо помню. Честно говоря, я вообще, вот для меня, даже сквозь пелену времени, честно скажу, я как-то так Зартипо так и не зацепил. Потому что вот группа «Улисс», например, это такое было абсолютно откровение. Ну, потому что это 86-й год, по-моему, вот какой-то альбом. 89-й. Или 89-й, да. Где невероятно современно звучащая группа, просто это было поразительно. И до сих пор они, то есть, насколько четко, ну, то есть, вот это было для меня открытие. Вот. Группа «Зартипо», я, кстати говоря, так и не прислушался к этому, потому что потом Леня играл. И было, кстати, очень смешной случай с Леней, связанный, когда какой-то музыкант, который с ним играл, то ли, по-моему, не знаю, то ли флейтист, то ли еще кто-то. И он сказал: Леня, так слушай, ты умеешь играть на гитаре? Это было где-то через 1,5 года, когда они вместе играли. Да-да-да. Ну или через какое-то время Леня рассказывал со смехом, потому что действительно то, что он играл, такие вот эти... Я помню, да, я помню этот момент, это когда, по-моему, это был некий блюзовый вечер, когда собрались, по-моему, это был такой стар-клуб, и собрались вот эти вот зубры нашего рока, блюза, там вот те, которые еще начинали в 60-х годах, вот этот первый фестиваль 1968 года, вот, и они, и звали Леонида, и он долго как бы как-то отнекивался, но потом он взял гитару и начал играть действительно блюзовые квадраты, стал импровизировать, и было видно, что у него, то есть, есть своя школа, то есть это не просто какой-то человек, который там дергает одну струну, там, да, и включает примочку. Он действительно, то есть у него были композиторские задатки, у него был определенный талант. Я думаю, что если бы он выбрал более такую стандартную, да, более привычную там, какую-то, да, стезю, я думаю, что он бы мог добиться, он бы был неплохим сессионщиком и мог бы играть где-нибудь там, не знаю, в каких-нибудь сябрах там, например, да, вот, как, по-моему, там Газизов, да, вот был такой гитарист, который в Роболзон. Вот, ну вот его душа просила, видимо, вот именно этой музыкальной свободы. Вот, так вот, а почему Зартипо вот не запомнилось? Действительно, «Улисс» – это была группа, которая, у нее была очень такая красивая лирика, при этом такая лозунговая, и действительно очень на то время современный саунд, группа U2.
Полис. Да. И очень популярная у нас в определенных кругах польская группа вот Lady Punk. Интересно. Вот если включить Lady Punk и включить Улис, то вот они в принципе очень были похожи. То есть, и в принципе пели об одном и том же. А Зартипо, они, опять же, у них были такие в начале песни, наверное, где-то ближе к аукцион, то есть такие с какими-то шуточными такими парадоксальной лирикой, а затем они, возможно, опять же, под влиянием Лёни, они ударились в авангард, в инструментальную музыку, и они даже планировали, по-моему, в 1991 году, они записывались на студии «Мелодия» и даже хотели выпустить альбом. Но затем что? Советский Союз развалился, все эти связи, кризис. Вот, потому что на самом деле именно в конце 80-х, начале 90-х было много таких всяких именно авангардных групп. Да, конечно. Я помню «Сезон дождей» вот в Питере, «Джунгли», там еще «Поползновение», новый художественный ансамбль. Вот. И вот Зартипо, в принципе, вписывалась, а затем тоже часть музыкантов просто решила, ну и там лидер Иванов, он решил, что надо играть что-то более все-таки такое удобоваримое, что будет принято там людьми на Западе. Вот. И тогда Лёня вместе с барабанщиком, своим старым товарищем Юрием Павловским, в 1991 году они создали такой дуэт, ну и приглашали еще периодически музыкантов. По-моему, вначале он назывался 1991, просто в честь года основания, а потом как-то постепенно всплыло название «Князь Мышкин», которое вот и приклеилось к группе. И вот очень подходила Лёня, кстати. Да. Именно вот эта вот скромность такая абсолютная, но вот именно, но в общем, почти несгибаемость относительно того, чем он занимался. Да, конечно. С одной стороны, скромность, а с другой стороны, я думаю, его характер, как и любого человека, он не был лишен определенного тщеславия, честолюбия именно в своей среде. Потому что, несмотря на то, что вот он всегда шутил как-то вот какие-то хохмил перед концертами, играли всегда абсолютно серьезно. То есть это не было каким-то приколом, там, да, каким-то там игрой в рок-н-ролл, а это было именно вот серьезное занятие музыкой. Да. Ну вот. И нужно сказать, что вот в 90-х, конечно, с одной стороны, это было время, ну, как говорят сейчас, да, время, с одной стороны, бедное, а с другой стороны, очень богатое на клубную жизнь, на активность. У людей были какие-то надежды, что что-то изменится в лучшую сторону, что они как-то чего-то добьются, выбьются на Запад, да. И вот это было видно, потому что «Князь Мышкин» писали альбомы, один за одним студийные альбомы, и многие, конечно, из них были очень интересные, вот как я вспоминал, да. Вот. Мне кажется, самый интересный, конечно, период в конце 90-х, это был именно период, когда они сотрудничали с Иваном Кирчуком из «Троицы». Вот. Когда первый состав «Троицы» распался, по каким-то там их внутренним причинам, Иван Кирчук ненадолго остался вот один. И Леонид его взял к себе, и они провели серию концертов и записали, по-моему, где-то порядка 3 альбомов. Это «Даруй», это «Кошек» и «Поганство». И вот я думаю, что, наверное, уже время поставить… Мы как раз не будем голословными и представим первый трек на волнах канала «Культура». Фрагмент. Да, группа «Князь Мышкин» и Иван Кирчук на волнах канала «Культура».
Мы слушали совместную запись Ивана Кирчука и группы «Князь Мышкин» на волнах канала «Культура». Мы возвращаемся к нашему разговору. И к нашему гостю, напомню, Антон Денисов сегодня в студии. Мы продолжаем разговор о Леониде Нарушевиче. И вот мы остановились на 90-х годах, но на том, что вот это такое бедное и в то же время богатое в культурном плане время, потому что я помню, что огромное количество андеграундных каких-то британских групп приезжали, в ДК Белсовпрофа было, ну, то есть приезжал Марк Алмонд, приезжал просто, и я даже на него уже не пошел. Это было, ну, то есть, ну, короче говоря, самые такие вот пиковые, топовые, именно актуальные артисты, которые были, то есть не Юрай Хип со Скорпионс, ну, да, которые... Хотя эти тоже, по-моему, к нам эти постоянно, да. Они все время, потому что этих пузатиков хватает, которым это интересно, хотят вспомнить молодость, естественно. Это все пользуется популярностью, но и вот в этой среде, да, вполне органично существовала группа «Князь Мышкин» среди прочих, потому что это... И фестиваль «Синий перец», который он проводил, я, честно говоря, не помню, с какого времени, но, по-моему, я лично помню, что уже какое-то время назад был 14-й фестиваль, ну, какой-то... Да. То есть, опять же, с тех же 90-х годов, да. То есть, просто действительно вопрос в следующем, да. Эта музыка не, как бы, ну, не приносит денег. Да. Она не имеет большой популярности. И поэтому вот у нас тоже существовало в тот период достаточно много разных интересных коллективов, и даже более таких. Например, вот была группа «Кали-Юга», прекрасная, или была группа «Наизнанку», где они все. То есть вот определенный период, там 5-6, ну максимум 10 лет коллектив существует, потом он распадается просто в силу того, что ну, нет больше у людей ни энергии, ни желания. Конечно. А если ты, потому что любой коллектив – это по большому счету финансовое предприятие. А если ты не получаешь какой-то отдачи, то что остается? Это либо какое-то хобби твое, когда ты в свободное от работы время, имея хорошую работу, то есть не зарабатывая музыкой, можешь это позволить. Ну, либо ты как-то существуешь в рамках каких-то культурных программ, в рамках каких-то грантов, там, еще каких-то таких инициатив, то есть тебя вписывают в какие-то посольства, там еще куда-то. Вот таким вот образом. Тогда ничего этого не было, и вот Леня решил, что нужно как-то двигаться самому, и начал организовывать свои фестивали. Был «Синий перец», потом был еще какой-то, я помню, был еще «Походный шелкопряд», к которому тоже он имел отношение. Потом вот у него была очень интересная последнее как раз время серия таких вот выступлений в музее Асгура «Живое». То есть он как бы старался сам шевелить вот эту вот культурную жизнь, приглашать абсолютно разных участников, разных исполнителей, и одновременно самому как бы в этом во всем тоже принимать участие, что называется, вот давать
нарисовать какую-то свою вот эту ноту, мелодию. Вот. Но и дело в том, что, конечно, вот в начале 2000-х произошел такой своеобразный раскол в группе. Да. Дело в том, что Юрий Павловский, его товарищ, его компаньон, с которым они начинали, он в конце концов оставил «Князь Мышкин» и ушел, опять же, во второй состав «Троицы» к Ивану Керчуку. И, конечно, там он звучит и смотрится очень органично, очень оригинально, очень ярко. Вот, добавляя вот этот драйв к этим фольклорным таким темам, обработкам. Но, конечно, после этого уже Леониду было достаточно одиноко. И он приглашал других интересных музыкантов, но, конечно же, вот видно было ему, что ему вот не хватает вот этого человека, который, что называется, был бы с ним наравне. Да? Потому что приходило новое поколение, это были люди молодые. Да? Молодые, это вот, например, Виктор Семашко, такой известный тоже музыкант, журналист, он до сих пор играет, у него тоже очень много альбомов. Ну вот я в какой-то степени, потому что когда я услышал вот эту запись «Даруй», которую мы послушали, я, конечно, был очень впечатлен, а потом как-то неожиданно я понял, что человек совсем рядом, я с ним как-то стал общаться, как-то стал снимать их концерты, а потом он пригласил меня, говорит, ну почему бы тебе тоже как-то не поиграть. Вначале мне тоже было, конечно, очень неловко, я ведь не профессиональный музыкант, вот, но потом, тем не менее, я втянулся и расскажи вот про опыт взаимодействия, как работалось с Леней? Ну, это очень интересный опыт. Дело в том, что Леня всегда говорил, что это некое общение, да, некое общение, вот, но это сложно назвать каким-то там таким хаотичным, какой-то мистерией буф. Это скорее действительно такая, как бы это можно сказать, платоновские диалоги, да, платоновские диалоги, потому что Леонид он как бы ведет, у него основная линия, он, как любой импровизатор, он играет определенную свою тему, и ты на эту тему начинаешь дальше что-то накладывать, какие-то нюансы, какие-то определенные созвучия. Я отвечал там за шумовую перкуссию, вот, различных видах, при этом как этническую, так и индустриальную, а также через некоторое время я освоил такой интересный инструмент, как диджериду, достаточно профессионально. И вот тоже периодически применял его. Диджериду – это что такое? Объясни радиослушателям. Диджериду – это такой обертонный инструмент, который изначально применяли австралийские аборигены. То есть это такая, это огромная труба, да? Такая труба, как осциллятор. Да. И дальше ты, владея техникой непрерывного дыхания, ты можешь вот моделировать определенные звуки, ритм и так далее. То есть она может звучать как, собственно, труба, как некий басовый инструмент, ну и как еще ритмический такой, вот можно даже сказать перкуссионный. А у тебя вот этот вот носоглоточный режим, ты освоил его, да? Да, конечно, я освоил в свое время сам, благодаря всего лишь видеоурокам, но вот мне хотелось, я это сделал. Вот. И, в принципе, иногда, не всегда. Дело в том, что импровизация, понимаете, импровизация рознь, да? Не всегда, конечно, мы могли добиваться того, чего хотели, но иногда это было очень интересно, очень оригинально. Вот, да. Ну, иногда, конечно, Леня меня критиковал, говорил, не надо слишком много там этого самого гундить. Да, А он всегда находил какие-то такие вот немножечко снижающие слова. То есть, как бы, немножко поиграли. Он все время так ведь и говорил, как бы чуть-чуть снижая. Он говорит, ну, как-то ничего сегодня, да, хотя был там отличный концерт, но он никогда никаких этих сильных прилагательных не использовал. Да, конечно, вот. Ну и нужно сказать, что его, конечно, очень тянуло действительно к нашим фольклорным музыкантам, потому что, несмотря на то, что он был городской житель, что вот его эта музыка, и его гитара, и его это вот очень такая специфическая примочка электронная, она все-таки как бы располагала к такому индустриальному звучанию, да, такому вот именно технологичному. Тем не менее, ему очень нравилась вот эта вот, с одной стороны, такая грубость, простота фольклора,
фольклора, а с другой стороны, вот это действительно свобода, потому что фольклор настоящий, он во многом тоже являлся импровизационным, распевным, каким-то таким вот вариативным, да, потому что, ну, например, человек помнил какую-то мелодию, которая ему там еще от прабабок досталась, Да. а он к ней добавлял что-то свое, мог добавить. Вот это очень интересно, и, конечно, вот такие музыканты, как Берберов из Литвинов, это вот тоже музыканты из группы «Альтанка», да, вот, и это замечательные наши певцы. Вот, это Сергей Долгушев и Ирена Котвицкая. Вот, был целый цикл таких выступлений, в которых и я имел честь принимать участие, это вот полесские песни. Вот полесские песни, когда они исполняли вот этот вот полесский фольклор такой, и на это все накладывалась вот эта вот очень интересная такая импровизация, различные шумовые инструменты. То есть это действительно был, что называется, такой эксперимент, ну, европейского хорошего уровня, который есть, то есть который принимают на фестивалях, но, к сожалению, это осталось только на записях, только на каких-то вот таких вот фрагментах, да, видео, аудиофрагментах, но, к сожалению, это не пошло дальше, к сожалению, хотя это, собственно, было очень интересно. Но мне такое впечатление было, что Леня как-то сознательно даже ограничивал вот этот publicity, пиар свой. То есть он вообще был, ну, это естественная его черта, но он вот сознательно или бессознательно, он старался всегда лимитировать. То есть все очень гитара была его чудесная, диамант, ведь это же ЧССР. Да, это когда-то они продавались у нас в музыке по 230 рублей, я точно помню. И он так ее и не поменял, не сменил ни на что, потому что, в принципе, очень приличный инструмент. Ну, с одной стороны, приличный инструмент, а с другой стороны, ну, что греха таить. Не было денег на то, чтобы купить действительно свою, сделать тот инструмент, который под тебя, да, может, который не такой большой, не такой громоздкий, но вот, поэтому, конечно, но он часто переходил на акустическую гитару тоже. Ему тоже нравилось играть и без перемочек. Вот, то есть вот очень, да. Потому что, ну, не было, к сожалению, хорошего продюсирования. Не было вот того человека, как, например, вот Александр Богданов, который очень многие наши коллективы вытянул вот из этой вот среды пабов пивных, да, ту же «Серебряную свадьбу», тоже «Портмоне», да, еще кого-то там. Вот. Ну, дело в том, что проблема, еще раз скажу, дело в том, что любой продюсер, какой бы он ни был, но он не может все вытянуть. Он не может вытянуть целую страну, фактически, неформатных музыкантов. Это должно быть несколько человек, и каждый должен заниматься какой-то своей зоной, своей сферой. И у Саши все-таки были свои ограничения, как ни крути. Ну, при всех его... При том, что он и так сделал невероятно много. Ну, потому что он вытянул почти всех, кого мог. Ну, а кого не мог, не вытянул. Что сделать? Да. А мы послушаем сейчас еще одну композицию. Давайте, наверное, полесские песни послушаем. Да? Времени у нас не так уж много. Да, мы сейчас послушаем еще одну композицию в исполнении группы «Князь Мышкин» на волнах канала «Культура».
князь Мышкин на волнах канала «Культура», и мы продолжаем разговор о Леониде Нарушевиче с Антоном Денисовым. И, собственно, фестиваль, который он проводил уже в Доме-музея Асгура, насколько я помню, и, к сожалению, вот он как раз не дожил до последнего, который был в прошлом году, и на котором он пригласил и меня в том числе. Вот, и он такой был, это было очень странное чувство, честно говоря, потому что ты не понимал, то есть ты вроде бы приглашен этим человеком, но этого человека уже нет, и ты выступаешь, и какое-то, ну, вот это вот ощущение о том, что надо его и вспомнить одновременно с этим, да, и в то же время и выступить на этом фестивале, который, естественно, он такой оттеняемый, да, вот этими бюстами Ленина, которые там в обилии представлены в музее. То есть он какой-то немножко такой ироничный. И вот здесь вот этот вот момент, и в то же время абсолютно непонятно, как быть таким вот пафосно-скорбным. Тоже неясно, потому что очень грустно. И я помню, что до последнего дня, это как мне рассказывал, по-моему, Бубин, который там тоже принимал, один из соорганизаторов, наверное, и он мне рассказывал про то, что Леня до последнего дня, он фактически, он беспокоился очень о том, что он беспокоился об этом, он беспокоился о том, что он не сможет, скажем, организовать вот этот свой уже, в общем, довольно рутинный, этот очередной фестиваль, который он делал прямо из года в год, и который, ну, все равно как-то проходил всегда, но он все равно очень переживал. И вот это меня, конечно, меня поразило. Насколько для него именно вот эта идея и дело его жизни было важно. Ну да, конечно, он действительно жил всем этим. И я думаю, что, безусловно, пространство музея Асгура, где выступали, конечно, абсолютно и выступают, и я думаю, что будут выступать, когда закончится карантин, абсолютно разные артисты и творческие люди, я думаю, что заслуживает того, чтобы проводить небольшой фестиваль имени Лени Нарушевича. Да? Посмотрим, удастся ли, конечно, этот проект реализовать. Кто этим будет заниматься, тоже не ясно. Может быть, я что-то сделаю, может, кто-нибудь еще. Посмотрим. Но я считаю, что об этом в любом случае нужно говорить, нужно вспоминать, нужно, чтобы звучала его музыка, чтобы выходили на сцену его коллеги, вот, люди его знающие хорошо. Я думаю, что это, конечно, очень важно все. Вот. Потому что, ну, чтобы вот как-то это все не прерывалось таким вот образом. Да, и главное, чтобы все-таки это провоцировать память, потому что на самом деле вот именно это живое ощущение, которое было связано с этими людьми, вот оно, мне кажется, его важно припоминать, потому что если мы так забетонируем это все, то не будет вот, ну, просто, потому что эти люди, они важны тем волнением, которое они передавали. Потому что вот у нас незаметно очень ушел Вова Банкер, тоже такой. То есть просто человека не стало, да, и все. Да. Хотя это был там караоке-вомит, были какие-то, ну, то есть что-то делают эти люди, были проекты, они уходят абсолютно безвременно, да, эти люди. Да. Тому же Лене 55 лет. Да. Это абсолютно дикий возраст для мужчины. Вот. Я согласен, да, но вот, к сожалению, вот это вообще большая проблема, к сожалению, для нашего социума, наверное, для белорусских мужчин. Да. Потому что человек, с одной стороны, он живет, он работает, а с другой стороны, вот вся наша вот эта вот какая-то еще советская, постсоветская культура говорит о чем? Вот заботься о других, о близких, учи, о себе как-то в последнюю очередь вот думать. И, конечно, если... Я думаю, если было по-другому, если бы не только женщины там, или кто-то еще там заботились о себе, да, мужчины тоже, тогда, возможно, было бы меньше таких вот резких уходов. Да, да. Потому что это жара, это Ленин избыточный вес, к сожалению, да, и это абсолютно, ну и как ты говорил, что это был не первый уже у него приступ, ну, то есть если говорить о таких моментах таких физических, но на самом деле мне кажется, что очень важно все-таки, что он был. И я думаю, что наша задача
отчасти вспоминать, Да. вспоминать как можно чаще то чувство свободы, которое он с собой нес. Конечно. К тому же тут еще нужно сказать, что он очень много задокументировал и оставил записей музыки, потому что фактически каждый концерт, ну и во многом благодаря мне тоже, потому что я брал аппаратуру и другие, он записывался, он снимался. И это сейчас есть в сети на разных ресурсах, потому что вот 60-е годы тоже очень талантливые, прекрасные музыканты, которые у нас в Беларуси и играли, и импровизировали. И вот потом они через много лет, через 30-40 сказали, вот да, класс. А вот помнишь это, вот помнишь, а записей не осталось фактически, ничего не осталось, и мало кто об этом знает. А здесь все-таки ситуация, конечно, лучше. И поэтому мы воспользуемся возможностью, послушаем еще одну запись. На этом мы прощаемся с вами. Напомню, что микрофон для вас работал Сергей Пукст, за режиссерским пультом для нас работала Татьяна Василькова. В гостях у нас был гость, замечательный собеседник, историк Антон Денисов. Да, и музыкант. И тоже. Музыкант, да. Кстати, которого мы сейчас послушаем в последнем треке группы «Князь Мышкин» в нашей программе. Да. До свидания. До свидания. Thank you.